разрешить После распада Советского Союза все еще продолжаются трансформационные процессы, которые сопровождаются сложными и масштабными последствиями для Абхазии. Чтобы обсудить, как эти процессы влияют на становление абхазского государства, какие действия необходимо предпринять для обеспечения экономической, демографической, политической и физической безопасности, Центр социально-экономических исследований и собрал за круглым столом ученых, общественных деятелей, политиков, предпринимателей и чиновников. По словам главы Центра Олега Домени, основным фактором выживания для абхазов и в XIX веке, и в период двух мировых войн, во время Отечественной войны народа Абхазии и в настоящее время стала Россия и ее особенное отношение к культурам народов, с которыми ей довелось соприкасаться. Россия довольно уникальная страна, которая федерируется не только по территориальным признакам, но и по признакам культурной идентичности. Она расширила свою территорию не только и не столько силой оружия, как, скажем, англосаксы, плавильный тигр, сколько силой культуры. Русская культура устремлена не к растворению в себе других культур, а к общению и соразвитию с ними. В общении, в соразвитии с русским миром заинтересованы и мы. Сергей Шамбо уверен, что все политические процессы, которые сегодня затрагивают Кавказ, имеют непосредственное отношение к Абхазии и безопасности населения. Он имеет в виду, в частности, то, что происходит сейчас между Азербайджаном, Арменией и Турцией. Да, посол Соединенных Штатов Америки в Турции предложил Армении и Азербайджану для решения их многолетнего спора по поводу Зангезурского коридора. И Турция претендует на то, чтобы взять его под контроль для того, чтобы иметь прямое соединение с тюркским миром. То это соединяет Турцию со Средней Азией, с уйгурами, с Поволжьем. Это все тюркский мир, о котором давно мечтает турецкая элита, в том числе и нынешний президент турецкий, восстановление Великого Турана. Посол в Соединенных Штатах Америки предложил такой выход, что давайте Соединенные Штаты Америки возьмут в аренду этот коридор и обеспечат для всех благоденствие и пользование этим для процветания и прочее, прочее. А вот буквально вчера или позавчера уже состоялась трехсторонняя встреча Азербайджана, Армении и представителей Соединенных Штатов Америки, где они этот коридор уже назвали коридором Трампа, и уже, значит, договорились о том, что Соединенные Штаты Америки возьмут его, а это не просто первый путь к восстановлению этого Великого Турана. Если это произойдет, это опять начнет будоражить весь Северный Кавказ, потому что задача ведь не просто, это задача, мы говорим о задачах Турции, но а еще есть и задача Соединенных Штатов Америки и всего западного мира по тому, чтобы создавать проблему России со всех сторон. И поджимание России со стороны Южного Кавказа – это серьезный удар по интересам России. Но это непосредственно нас касается, потому что когда это здесь начнет возбуждать исламский экстремизм на Северном Кавказе, можно ожидать, к нам уже, мы видим, что там Адлер, это уже обстреливает эти беспилотники. Мы увидели, что в Сухумском аэропорту задержали уже диверсантов, и никто не гарантировал, что это не будет иметь дальнейшие последствия. Поэтому глава партии «Единая Абхазия» Алхаз Барзани уверен, что будущее Абхазии напрямую зависит от успехов России. Сохраниться как народ, сохранить наш суверенитет. И в этом я вижу только один путь. Это путь сближения с нашим стратегическим союзником Российской Федерацией. Что будет с Россией, то будет и с нами. Не постесняюсь этой фразы, если честно. Сегодня наша судьба решается на территории специальной военной операции. И те наши ребята, которые держат достойно наш флаг, представляют. И для мирового сообщества мы все русские. Вот из этого сегодня мы должны исходить. А по мнению политолога Беслана Камки, все международные проблемы исходят из внутригосударственных. И у Абхазии есть шанс, объединившись вокруг идей и традиций, стать примером всему миру и через разрешение внутреннего конфликта повлиять на глобальные процессы. Мы можем это сделать. У нас есть такой код, социальный код, который позволяет снять противоречия между публичным и частным интересом, между традицией и инновацией.
Это наш герб отражает вот эти ценности. В гербе, национальном гербе, государственном гербе Абхазии снимается противоречие между частным и публичным интересом. Если мы вспомним, откуда этот сюжет взят, который отражен в гербе. Этот сюжет, который означает, что индивид, тот, который взялся спасать, ну, скажем, тоже своих братьев, ну, можем это сказать, и народ, да, он это делает необычным способом. А каким это способом? А вот достает энергию из космоса. А что это означает? Это означает, во-первых, что индивид свободен в нашем обществе, в традиционном нашем обществе допускается свобода, но она допускается ради служения публичного блага. Экономист Анетта Гамисони уверена, что свобода для Абхазии сейчас – это больше не про свободу делать, что хочется, а про возможности не делать то, что не хочется. Когда мы говорим о свободе, знаете как, мы живем в свободном обществе наконец-то. Мы свободны, у нас свое государство, но свобода подразумевает не то, что мы должны делать то, что хотим, а самое главное – не делать то, что мы не хотим. Я хочу, чтобы мы развивались именно так. И мы развивались с учетом наших традиций, нашего абсура. Вот это вот влияние наших национальных особенностей на наше развитие, на развитие наших детей, ведь они наше будущее. По словам заместителя министра просвещения Ады Кварчелия, очень сложно сегодня вписать традиционный кодекс абхазов в современную жизнь. Но для того, чтобы и сохранить идентичность, и идти в ногу со временем, эту задачу нужно перед собой ставить и решать. Абсура, конечно, очень сложно вписывается, потому что такие маркеры с сегодняшнего социального слоя, экономической информации, это коммерциализация, индивидуализация. И она, конечно, противостоит нашему, если так можно сказать, вот коллективистическим ценностям нашим. Наша задача сегодня найти вот этот баланс между современными экономическими реалиями и вот нашими традиционными ценностями и вписать их в повседневную нашу жизнь. Герман Маршан одной из современных угроз назвал искусственный интеллект. По его словам, отрицать его развитие невозможно. Но чтобы не стать пассивным потребителем и в итоге не раствориться, необходимо работать над усовершенствованием ИИ в том направлении, какое интересно Абхазии. Маршан даже продемонстрировал, как это возможно. Возможно, необходимо создать национальную стратегию развития собственного искусственного интеллекта, который бы учитывал наши уникальные потребности и ценности. Не англосаксонского мира, не китайского мира, а мира, в котором мы с вами сформировались. Далее развивать локальные компетенции и суверенные технологии, чтобы не стать зависимым от рынков сбыта чужих решений. Разработать четкую этическую и правовую базу. Хотя бы для этого у нас сейчас достаточно специалистов. Чтобы она регулировала деятельность искусственного интеллекта в сети. Небольшая ремарка по скриптум. Все мое сегодняшнее сообщение, которое я зачитал, подготовлено искусственным интеллектом, чатом Queen-AI. Я вам зачитал рефлексию, то есть попытку искусственного интеллекта осознать свою деятельность и его роль в нашей жизни. Вы представляете, о чем идет речь, да? И какие вызовы перед нами сегодня стоят. А Елена Жилинская рассказала о том, как с успехом применяют искусственный интеллект в решении текущих задач власти Сахалина, где она недавно побывала в рамках конкурса «Команда Абхазии». И у них работает на ликвидации и сборе информации о несанкционированных свалок. Да? Вот то, что с помощью дронов на Сахалинской области, это поставлено на самом деле на высокий такой поток и сокращает время, и город получается очень чистым. На самом деле, действительно, идеально чистый город и цветущий. По мнению предпринимателя, Лилитбар в Абхазии может быть под угрозой национальной идентичности традиции, которые уходят на второй план и растворяются из-за большого притока мигрантов и сокращения сельских жителей. Так Абхазия потихоньку перестает быть Абхазией. Если мы пойдем по городу, поедем по городам Абхазии, по деревням, мы увидим, как меняется лицо нашего государства, лицо нашей Абхазии.
на мой взгляд, идет какой-то не совсем контролируемый процесс миграции населения. Если мы зайдем на Сухумский рынок, то его давно пора переименовать в Восточный базар. Но если мы говорим о существовании Абхазии, то хочется, чтобы мы всегда жили, были открыты миру, мы всегда были рады людям, которые приезжали к нам в Абхазию. Но хочется, чтобы эти люди перенимали наши традиции, перенимали нашу культуру. То есть у нас свой был особый мир и особый менталитет, и он меняется. По словам юриста Тамаза Кецба, внутренняя безопасность общества постоянно находится под угрозой из-за отсутствия справедливости в обществе. Мы построили такое общество за 30 лет, которое трудно назвать справедливым с точки зрения распределения материально-социальных каких-то материальных благ. Вот. С точки зрения даже не распределения, а с точки зрения доступа к этим материальным благам. То есть вот есть же такой посыл о том, что в обществе должны быть равные возможности. Да, для доступа. Понятно, что этот доступ будет различен, но возможности должны быть у всех. Нас с вами давно не удивляет, когда мы слышим, через сарафанное радио или через блоги, в телеграм-канале о том, как наши чиновники, депутаты имеют доступы к российской инвестиционной помощи. Я уже не говорю о нашем бедном бюджете, о том, какие гостиницы строятся. Это все наши люди тоже видят и читают, да? Почему именно депутаты и чиновники обладают такими возможностями, а почему не простой, а не обычный человек? То есть говорить о какой-то социальной справедливости в нашем обществе, мне кажется, это вообще смешно. По его словам, то есть зачастую то, что даже студенты ни политической, ни правовой оценки 3 фактам преждевременного ухода президентов со своей должности. 3 смещения вот таких, действующей власти в лице президентов последних, ни разу ни один официальный орган не дал ни политической, ни правовой оценки тому, что происходит. Это тоже вопрос риторический. Почему? Это не риторический. Почему Серьезно. это не происходит? Либо у кого-то может сложиться впечатление, что может быть человеческий фактор, да, то есть мы в очередной раз избрали неудачного кандидата, потом через 4 года пришли в себя и сместили его. Но это же наивно, это же абсолютно незрелые суждения, да. По словам Бессалома Кварчи, сегодня власти в республике вынуждены заниматься не большой политикой, а решением текущих задач. Поэтому важно иметь совет или какой-то другой орган, который бы занимался разработкой долгосрочных стратегий. Мы загнаны в такую, в такую ситуацию, когда планирование наше не больше года, горизонт проводит 1 год. Индикативный план приняли в течение года, и все, дальше все стоит. Поэтому должна быть создана какая-то структура, в виде где участвует и оппозиция, и все люди, которым не безразлично Абхазия вместе, которые будут давать рекомендации, которые будут делать. Наша власть сегодня, она практически не сможет, потому что она занимается латанием решением каких-то локальных проблем. Член Общественной палаты Эраста Гумава уверен, что в Абхазии необходимо проводить реформы. И именно от их успешного проведения зависит будущее страны. Есть основания, скажем так, полагать, и международные аспекты об этом говорят, и внутренние наши аспекты об этом говорят. Мы подошли к определенной черте. Вот эти 30 лет, о которых я выше говорил, они потихонечку, на мой взгляд, заканчиваются. Абхазии необходимо начать перестраиваться внутри. И еще один немаловажный фактор безопасности государства – это демография. По словам сотрудницы Центра социально-экономических исследований Амрыт Сужба, статистика рождаемости, браков и разводов последних лет показывает, что ситуация с демографией в стране плачевная. Вот смотрите, у нас в 2023 году количество браков было равно количеству разводов.
в 2023 году. Но вот официальная статистика, пока нам 23-й только дает Абхазия в цифрах. Это же катастрофическая ситуация для Абхазии. То есть понимаете, в чем с точки зрения демографии одинокая женщина в Абхазии не будет воспроизводить потомство. Вот в чем проблема. Количество детей, учащихся в школе. То есть если мы возьмем 2019 год, это 4837 человек, а в 2023 году, это тоже данные, последние данные статистики, 4364 человека. То есть это по данным, то есть мы видим, что сокращение детей в школе, значит, реально мы наблюдаем это сложившийся тренд, значит, сокращения рождаемости в нашем государстве. 3 часа продолжался круглый стол, в результате которого участники пришли к выводу, что для решения таких системных проблем необходим комплексный подход и разработка долгосрочной стратегии при участии всех сил. А самое главное, чего нужно достичь для обеспечения всесторонней безопасности – это единство.